Идет 2 танка, 4 техники, а у нас там один Алеша. Весь мир потрясли кадры с места боя, случившиеся 6 июня текущего года. Ожесточенный бой, длившийся 5 минут, вызвал широкий резонанс. В Запорожской области танк Алеша первым выстрелом подбил один вражеский танк, затем и второй, после чего по колонне врага начала работать огневая поддержка. После артиллерийской обработки танк Алеша вернулся на боевую позицию и добил врага. После Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу героического танка «Алеша», в том числе 2 якутянам – Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Будем выполнять все поставленные задачи и сделаем все для защиты нашей Родины. Со съемочной группой мы решили отправиться в Усть-Алдан, на родину Алексея Неустроева, производившего те судьбоносные выстрелы, познакомиться лично с ним, его семьей и узнать Героя России ближе. Давайте вспомним этот день и каковы были эти ваши ощущения и где именно вот непосредственно в экипаже вы находились? Я находился, я там наводчик-оператор. Что он делает, его обязанности, обычно ваши? Ну, производит выстрел, огонь. Ну, давайте вспомним вот те эмоции, как так вы просто напролом, можно сказать. Вот, ну, наверное, было очень страшно. Почему вот именно так поступили, или вы просто действовали именно по инстинкту, да? Вот? Да, понятно. Ну, задача поступает, и мы надо выполнять просто. Ну и, конечно, там адреналин, там это в крови играет, конечно. Ну, мы, конечно, знаем, тоже там наши парни сидят, пехота там. Если бы мы отъехали бы, все, кажется. Там буквально прямо... Мы должны были перекрыть пехоту. Вот, ага. Да. Вот. Потом вы, наверное, тоже уже после того, как успокоились, это все тоже пересмотрели это видео, да? Скажите ваши эмоции. Вы со стороны себя, наверное, было тоже как-то неожиданно, да? Да, со стороны вообще по-другому оказывается. Там внутри танка вообще, можно сказать, вообще видимость нулевая, можно сказать, почти. Ну, через раз видно. Мы отъезжали, потом обратно. А говорят же там, иногда комментируют там все это, видео выкладывают, там все 8 танков там сбили. Нет, это 2 танка максимум, так. И то нам артиллерия помогала. И наша пехота тоже работала там. Тоже это совместная работа, можно сказать. Это не только наша это заслуга. Но все равно очень эффектно, наверное, поэтому так люди пишут. Ну и комментатор, конечно, там этого поднял. Сделал свое дело тоже, да? Да, сделал. Харизматичный такой. Да. Получив повестку, я пошел, как полагается. У меня есть 3 родных младших брата. Если бы меня не призвали, призвали бы братьев. Я старший из детей в семье. И будучи братом, лучше пойду я. Алексей Неустроев – старший сын в многодетной семье. С детства, как и любой сельчанин, умеет трудиться в сложных условиях. Мать Алексея – воспитательница в интернате. Отец работал трактористом, сейчас находится на пенсии. Все братья, кроме младшего, служили в армии. Алексей, как самый старший, всегда был для младших примером, защитником и учителем. Мы посетили отчий дом Алексея и встретились с родными. Там в детстве у нас был вот турник. Вот здесь. Сейчас его нету. И вот я сделал вот старший брат. Сначала качели сделал, а потом вот когда чутка подросли там, и там соревновались, кто побольше там подтягивается. Он Тут, сам сделал? Да, сам сделал. Сначала качели, а потом вот турник сделали. И вот там соревновались втроем. Вот младший еще был маленький, так как вот еще с моим младшим братом тренировались. И вот соревновались в основном.
И вот тут еще чинили велосипеды там. Один был велосипед, большой Урал такой. Вот, с тонким, но с большой рамой там ноги не дотягивали. И поэтому внутри засовывали одну ногу и так. Может, на охоту ходили вместе? Что еще? Да, один раз вот отцовское ружье взяли и пошли, постреляли. А потом вот брат такой, хочешь стрельнуть? Мы один раз стрельнули. Это еще был в 5 классе вроде учился. В школе занимался вольной борьбой. Я еще в 1 классе был. Вместе поехали в другое село, в Курбагал. И я вот только в 1 классе был. Да, в 1 классе был. Я вот за братом ходил там. Я вообще ничего не знал. Впервые как бы поехал вот на соревнования. Вот. Гордился братом? Да. А сейчас как? Сейчас еще больше. Просто вот как узнал, ну вот, наверное, тоже пересматривал это видео, да, которое, когда узнал, что он стал героем, скажи, Да. как твои эмоции? Я вот сначала на работе посмотрел. Сидел там, потом посмотрел. А вот братом отправил это видео. Они такие говорят, мы уже посмотрели. Да. А потом через пару дней, оказывается, это мой старший брат, и там уже воевал. А потом еще раз нашел этот видео, пересмотрел. Вообще руки дрожали, потели. Волновался еще. Вроде посмотрел, но все равно мурашки по коже. Тем более, получается, в первый раз ты смотрел и думал, что просто какой-то, ну, другой совсем человек, да? И тут уже осознал, что это брат. В шоке, Да. наверное, да, был немножко? Да. Я вот когда еще вот впервые смотрел, как они так вот поехали, еще стрельнули, отошли и еще раз зашли. Так как разница в возрасте с братьями и сестрой не маленькая, хлопотал с каждым, возил на санях в сад и школу. Младший. Да? Любимчик старшего брата тоже. А, даже так. Баловал, когда был маленький. Как баловал, например? Но когда был в армии, они писали друг другу письма. Но он тогда еще не умел писать, он просто каракули писал и свою руку тоже рисовал и так далее, отправлял. Очень ждал. Думал, что приедет в танке. Сейчас, наверное, когда вот уже, ну, получается, 2-й раз, да, приезжает он в отпуск. Тоже очень долгожданно, да? Ждешь брата старшего? Что в нем тебе больше всего нравится? Мягкий характер, наверное. Сам Алексей тщательно скрывает от родных о своих сложных буднях в зоне СВО. Общаясь по телефону с матерью, говорит, что просто работает. Но он ничего ей не рассказывал про то, что сражался, а говорил, что был в тылу у них там. Получается, пытается оградить, да, и Да. не рассказывать, что там происходит. Мгм. Да? А когда приехал первый отпуск, вы, наверное, все равно спрашивали, как там, что там, расскажи. Нет, мы ничего не спрашивали. Нет, да? Ага. А вы, может, обычно, наверное, мужчины, да, интересуетесь, как, что там, насколько сложно, ну, все эти бытовые моменты какие-то. А что рассказывает Алексей? Волнуетесь ли вы за брата? Да, конечно, волнуемся, но про то, что он там делал, мы не спрашивали. Как-то неудобно было. Но все равно интересно, но все равно как-то неудобно, и поэтому не спрашивали. Нет, вообще не рассказывает. Из-за этого я ничего не знала. Он просто говорил, что работаю, и ничего другого не говорил. Я однажды в интервью слышала, он рассказывал, что подобные сражения у них почти каждый день. Особенно вот с 4 по 16 июня. Каждый день так было, оказывается. С рассказов близких все отмечают скромный и спокойный нрав Алексея. Мама героя же считает отличительной чертой сына большое терпение. Он немногословный, но такой терпеливый. Когда он был ребенком, однажды пошли вырывать зуб. Я там так удивилась. Когда он учился в начальных классах, попросили местного стоматолога вырвать зуб. Долго пытались вытащить зуб. И лежа тянули, и сидя. Я смотрю, сынок весь красный от боли, но так и не заплакал. Терпел. Я так поразилась его терпению. При том, что тихий и скромный, в детстве много чем занимался. Сначала перетягиванием палки, потом борьбой.
Как старший брат, всегда младшим помогает, дает советы, интересуется, поэтому дети его уважают. Марфа Наговицына, классный руководитель Алексея, вспоминает, что класс всегда отличался сплоченностью и активностью, а Алеша был обязательным и ответственным. Onun история келдибит, onu герой бут, ата үзе сас тухара аттаны турыргар багарабыт. Онна доготтургар товарыстырган хастин сыганнак. К своим друзьям и товарищам всегда искренне относился. Я не помню, чтобы он хоть раз делал что-то плохое. Очень спокойный, скромный ученик. К учебе относился очень старательно. Тяжело ему давался предмет русского языка. В остальных предметах успевал, все вовремя сдавал. Ну и как любой мальчик, любимые предметы у него были физическая культура и, конечно же, труды. В школе наш класс участвовал во всех конкурсах и соревнованиях. Прославились как самые активные, талантливые и прилежные учащиеся. Помню самое интересное, каждое лето после окончания учебного года мы ремонтировали свой класс. Ремонт делали на собственные деньги, у родителей не просили. Вместо этого устраивали в нашем старом, сейчас уже разобранном клубе большой концерт, а на вырученные средства ремонтировали наш класс. И так каждое лето. А что делал на концерте Алеша? Алеша везде участвовал, если нужно, и в ансамбле, хоть у него и не было большого артистического таланта. Но, несмотря на это, никогда не отсиживался. Со всеми вместе одинаково принимал участие. Я всегда его понимала, знала его обстановку дома. То, что он старший сын в многодетной семье, и он всегда спешил домой, помочь по хозяйству. Я даже думаю, что в спорте он из-за этого не посещал все секции. Ему надо было заготавливать дрова, еще они держали коровье хозяйство. Ему надо было работать в хлеву, в хатоне. В сельской местности очень много надо физически трудиться. И у него, как у старшего сына семьи, работы всегда было много. Мать и отец на работе, по хозяйству ответственный всегда был Алеша. Поэтому он очень любит своих младших и своих родителей. Относится с большой любовью и ответственностью. Такая большая любовь. Вот мы классом ежегодно ко Дню матери с ребятами делали открытки, альбомы с поздравлениями мамам. Я буквально на днях нашла стих, который Алеша посвятил маме. Он такие теплые слова там написал. Маму надо любить, оберегать, давать ей отдыхать. И это он написал, будучи в 5 классе. 2 года назад у отца семейства случился инсульт. Все заботы и уход за отцом легли на плечи Алексея. Сейчас заботу в свои руки взял средний сын. Как вы в семье называете Алексея? Алеша, это... Сейчас столько внимания от окружающих, столько чести и почестей. Если честно, мы устали. Особенно волнуемся за сына. Его приглашают на многие мероприятия. Как-то даже не по себе, страшновато. И сын говорит, столько внимания, постоянно снимают, я в растерянности, говорит. А для матери сын есть сын. Я ему говорю, ты хоть 7 раз будешь героем России, все равно буду поучать, ругать, когда надо. Он смеется. 2 недели в отпуске Алексей не проводит бесследно. В свой прошлый приезд он отреставрировал и утеплил родительский дом. И сейчас планирует провести время с родными. Сегодня героем России Алексеем Неустроевым особенно гордятся земляки и односельчане. Он стал 9-м жителем Усалданского улуса, кому присвоено геройское звание. А в родном селе Танда уже 4-м.